Валя Ушницкая – лучший экскурсовод Якутского музея космонавтики. Ее рассказ о полетах на Луну. Вера Павлова заведует отделом марок, может быть, самым интересным отделом Якутского музея космонавтики. Да-да, есть такой музей. Он работает при Дюпсюнской средней школе Усть-Алданского района, и руководит им преподаватель географии Иван Данилович Жирков. Заболев космосом, юные последователи Циолковского и Гагарина всерьез увлеклись астрономией, физикой, химией, литературой. Сконструированный ими марсоход занял 4-е место на всесоюзном конкурсе школьников «Космос». Возможно, никто из них так и не побывает в невесомости, но их светлые головы и умелые руки, можно сказать с уверенностью, внесут вклад в завтрашние космические старты. Поэт сказал о себе: «Сперва я шел в литературе заснеженной целиной, потом отыскал свою тропинку». Надо полагать, к 50-летию Иван Михайлович Гоголев вышел на широкую дорогу творчества. Товарищ Черяев, первый секретарь Якутского обкома партии, вручил юбиляру высокую награду – орден «Знак почета». Поэт, прозаик, драматург, заслуженный деятель искусств Якутии. Его стихи знает наизусть любой мальчишка. Его пьесы не сходят со сцены Якутского театра. Его книги издаются по всей стране. Давайте прикинем, какую же заботу проявляют партия, государство, весь советский народ о развитии национальной культуры, образования, литературы и искусства. И каким уважением пользуется у нас учитель, актер, поэт. Сквозь тебя проходит сердце, грозный и бессонный век. Примите и наши поздравления, дорогой Иван Михайлович. Новых вам поэтических открытий, новых книг, новых читателей.